Добрый день, дорогие ребята! Сегодня у нас урок русского языка и литературы. Тема сегодняшнего урока – Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Цель нашего урока – соблюдать речевые нормы, избегать нарушения лексической сочетаемости, использовать слова в неистовом значении, синтезировать различные точки зрения и предлагать решение проблемы. Салтыков-Щедрин – писатель, сатирик. Сатира – это проявление комического в искусстве, которое беспощадно осмеивает человеческое несовершенство. Это гневное, обличающее изображение пороков человека или общества. Порок. Порок – присудительный недостаток какого-либо, чего-либо, свойство, достойное осуждения и порицания. Писатель обладал даром чутко видеть человеческие пороки и выставлять их на показ перед всем русским обществом в своих произведениях. Порок, значит, в сатире оно является основным правдивым изображением, направлением на обличение пороков общества. К числу самых выдающихся творений писателя относится повесть о том, как мужик двух генералов прокормил. Писатель в этом произведении изображает двух генералов, которые попали на необитаемый остров, так как оба были легкомысленны, то есть несерьезны. И за это неожиданно для себя они были наказаны. Там родились, воспитывались и состарились, следовательно, ничего не понимали, говорил писатель. Салтыков-Щедрин всегда был противником осуждал зло, лень и нетрудоспособность. Но он прославлял в своих произведениях добро и благородство. Когда в дворянской семье рождался сын, его сразу записывали в какой-нибудь полк рядовым. Рос ребенок. Вместе с этим ребенком рос и чин этого ребенка. Существовал табельный ранг в дворянстве. Генералы упразднили регистратуру за ненадобность и выпустили генералов на волю. Оставшись за штабом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице. На разных квартирах имели каждый свою кухарку и получали пенсию. За что они получали пенсию, говорил Салтыков-Щедрин. Обличие паразитизма этих генералов, рабская покорность народа – вот идейное содержание его сказок. Автор показывает отсутствие у господ простейших знаний. Известно, что автор перепробовал несколько вариантов этой сцены. Озверение генералов. В одном генерал откусывал у другого палец, а в другом ухо и, наконец, орден. Посмотрите, ребята, откусывал орден. Эти генералы, оставшись, они откусывали, они были недееспособными, они откусывали орден. За что, ребята, смотрите, это же немыслимо, говорил писатель. Кульминация произведения в том, что в повести появляется появление мужика. Беспощадно блуждая, генерал наконец
набрели на спящего лежебоку и заставили его работать. Этого мужика эти генералы называют лежебокой. Каким может быть он лежебокой, да, если он их что сделал? Накормил, напоил, значит, что сделал? Сделал им все условия. Но под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужчина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Смотрите, ничего не было делать. Пришлось работать мужику. Полез сперва направо, наперво и на дерево, нарвал генералам по 10 самых спелых яблок, а себе взял одно всего лишь кислое. И все-таки, смотрите, ребята, эти генералы, они служили, да, дослужили до генералов. Они и пенсию получали, да. За что, спрашивается, до чего они дослужились? Они не могут ничего делать. Они ничего не могли делать, говорил автор. Они даже не могли выразить свою мысль. Даже слов не знали. Не было достойного даже воспитания не было. Но этот мужик не мог противостоять, не мог отказать этим генералам. Смотрите, ребята, прошел день, прошел другой, мужчина до того изловчился, что даже в пригорушины суп стал готовить. Благодарен был генералам за то, что они мужицким трудом не гнушались. Смотрите, ребята, этот мужик готовит, убирает, все им добывает, но в то же время этот мужик был доволен тем, что эти генералы не гнушались им. Понимаете, каким нам показывает автор? Здесь в этой сказке Салтыков-Щедрин изоблачает паразитизм, полную недееспособность людей, которые давно отвыкли от труда. Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть-чуть не умерли с голоду, а думали, вот как оно хорошо быть генералом, и никогда ты не пропадешь. В этой сказке, как я уже сказала, ребята, писатель изоблачает паразитизм, полную недееспособность этих людей, которые давно отвыкли от труда. Вернувшись обратно в Петербург, генералы денег загребли, но и мужика не забыли. Выслали ему рюмку водки да пятак серебра. Веселись, мужчина, веселись. Никчемность этих генералов, глупость их, находясь среди обилия, да, находясь среди обилия фруктов, плодов, они не могли даже добыть себе пищу. Даже они не могли нормальным образом отблагодарить этого мужика. Естественно, обида, проявление недовольства автора в том, что мужик этот не ценил себя. Понимаете, ребята? Он не мог даже противостоять, он не мог даже выразить своего мнения, хотя у него были золотые руки. Мужик честен, мужик прям, добр, благороден, необычайно сметлив и умен. Он все может, но не может противостоять, но нет своего мнения у него. Не может он, понимаете, ребята, он не может отказать, но при этом у него нет желания воспротивиться. Веревка, сплетенная мужиком, становится символом непротивления злу. Салтыков-Щедрин в своем произведении использует
различные сатирические приемы: фантастику, гиперболу, гротеск, аллегорию. Что же такое, ребята, фантастика? Фантастика – это форма изображения мира, при котором на основе реальных представлений создается логически несовместимая картина мира. Прием традиционной сказочной фантастики значит, что автор в своей сказке использует необитаемый остров, да, как основное место действия. Вот она вам фантастика. Мужик из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. И до того изловчился, что даже в пригорошине суп стал варить. Генералы стали искать, где восток, где запад, удивлены, что человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растет. Это у нас идет, ребята, гипербола. Это сильное преувеличение тех или иных свойств изображаемого. Смотрите, летает, плавает, да, они даже не знают, что где же летает, они даже не могут определить, где запад, где восток. Да, это уйдет уже сильное преувеличение. Салтыков-Щедрин в своей сказке, ребята, использует гротеск, чтобы усилить сатирический эффект. Да, гротеск – это неотъемлемая часть сатирического произведения. Гротеск – средство художественного изображения, в основе которого максимально возможное преувеличение, нарушающее границы правдоподобия. Это все, что неправдоподобно, это является гротеском. Аллегория – иносказательное выражение чего-либо отвлеченного в контрастном образе. Генерал не может сорвать яблоко с дерева, то есть он не приспособлен к жизни. Это и есть аллегория, да? Генерал не может, ребята, он говорит, не может сорвать себе даже яблоко с дерева, потому что он не приспособлен к жизни, не приспособлен к социуму. Решая авторские задачи сатирического изображения современному действительности, Шадрин, Салтыков-Щедрин использует в своем произведении аллегорию. Сказка Щедрина – это форма высмеивания, ребята. Это не просто сказка, да? Это не просто сказка. Здесь автор высмеивает общественные пороки. Сказка – это великолепный, это художественный памятник минувшей эпохи, примером осуждения всех форм социального зла, красоты и равноправия. Вот. Ваша задача, ребята, обратите внимание, перед вами картина, да? На этой картине вам будет такой вопрос: какой эпизод изобразил художник? Найдите в тексте цитату, соответствующую этой иллюстрации. Выпишите из текста строки, характеризующие мужика и генералов, и выразите свое мнение, свое отношение к этому произведению. Критерии оценивания. Как вы, ребята, будете оценивать? Вы должны будете различать основную, детальную, скрытую информацию. Определять информацию, конечно же, с текста. Вы должны будете определять, работать с текстом, придерживаться различным точкам зрения. Заметьте, ребята, точка зрения у вас должна быть разная. Не одно и то же. У каждого ярко выраженная точка зрения. Включать в свою речь лексику, научно-техническую,